Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». С вами в студии в Вашингтоне Наташа Мозговая. Сегодня в программе. В Баку открылись первые европейские игры. Критикующее правительство, журналисты и правозащитники в страну не допущено. Очереди на единственном постоянно открытом блокпосту между Украиной и территориями сепаратистов. Пропуск ограничен в связи с боевыми действиями. И Дмитрий Быков. Отношения США и России через призму литературы. Начинаем с новостей из Праги. Шахида, пожалуйста. Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени в Праге. С вами Шахида Якуб. Здравствуйте. Открытие европейских игр в Азербайджане было омрачено инцидентом в Олимпийской деревне. Накануне 3 австрийские спортсменки получили серьезные травмы после того, как на них наехал автобус. Спортсменок вернули на родину в самолете, принадлежащем президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Это первые в истории европейские игры. Усилия властей Азербайджана, которые они приложили к тому, чтобы игры прошли гладко, сравнимы с затратами России перед проведением Олимпийских игр в Сочи. Станут ли первые европейские игры самым важным спортивным событием в Европе? Спортивная составляющая европейских игр будет несколько усеченной. Дело в том, что в этом году в июле проходит чемпионат мира по плаванию в Казани, а в августе чемпионат мира по легкой атлетике в Пекине. Это два крупнейших турнира. И спортсмены не могут набирать определенный пик формы дважды в год в течение очень короткого времени. А здесь получается, что июнь, июль, август – это 3 крупных турнира, считая Евроолимпиаду. Будем ее так называть. Поэтому интерес чисто спортивный к этим турнирам будет, безусловно, усечен. И понятно, что пловцы сильнейшие не приедут в Баку. И это уже накладывает некоторый отпечаток на европейские игры, как на турнир второстепенный. Власти Азербайджана уделили особое внимание не только финансовому обеспечению подготовки игр, но и обеспечению безопасности. Безопасности от нежелательных журналистов и правозащитников. В частности, за несколько дней до игр в Баку был закрыт офис ОБСЕ и запрещен въезд в страну сотрудникам международной правозащитной организации Amnesty International. Печально то, что мы не можем приехать в Баку. Ехали мы туда рассказать о правах человека. К сожалению, в самом Азербайджане те, кто поднимал голос в защиту прав человека, многие из них находятся за решеткой. Хотелось приехать поговорить о них, такой возможности мы лишены. Ну, наверное, это ожидаемо. Страна, которая агрессивно создает пространство, свободное от прав человека, не следует сильно рассчитывать на то, что ты можешь туда приехать и свободно о правах человека в этой стране поговорить. За последний год 80 гражданских активистов и журналистов были задержаны в Баку за критику правительства. Десяткам журналистов европейских СМИ отказали во въезде в страну для освещения игр. В частности, в аккредитации отказали корреспонденту британской газеты «Гардиан». В Баку Оуэн Гибсон общался со многими журналистами и правозащитниками, которые рассказывали о нарушении прав человека и проблемах в области свободы самовыражения перед началом игр. Игры проводятся в Баку, потому что только там власти были готовы потратить такие суммы денег. Около 9 миллиардов долларов было потрачено властями страны на подготовку к играм. В Азербайджане, который является одной из самых коррумпированных стран в мире и где средняя зарплата составляет около $400, у многих вызывает удивление, откуда взялись такие средства для организации игр. Нам поступила информация от людей, которые работают там и которые каждый день там работают, что в этой деревне для атлетов алкоголь раздается бесплатно. Я только что смотрел интервью министра спорта Азербайджана CNN, где он бахвалится тем, что за 2,5 года они смогли организовать вот это большое мероприятие в Азербайджане. Конечно, они смогли, но чем мы заплатили? То есть азербайджанские граждане заплатили 8 миллиардов за это шоу. Да? То есть в стране, где учитель получает $150, я считаю, что мы не можем позволить себе это делать. Игры планируют проводить каждые 4 года. Но единственный претендент на проведение следующих европейских игр Голландия несколько дней назад отозвала свою заявку. Тем временем в Праге прошла акция против арестов десятков журналистов и гражданских активистов в Баку в преддверии игр. Акция носила театрализованный характер. Олимпийским идеалом в стране диктатора не победить. Под таким лозунгом правозащитники, одетые в форму сотрудников службы безопасности Азербайджана, вышли на ринг. Втроем на одного. Судит Ильхам Алиев. Таким образом, активисты намекают, Азербайджан играет не по правилам. Собравшиеся требовали освобождения известной журналистки Хадиджи Исмайловой и других политических заключенных.
Мы переходим к новостям из Украины. Глава службы безопасности страны Валентин Наливайченко уволил все руководство главках по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Он объяснил это желанием сломать коррупционную стену и пообещал привлечь к этой работе депутатов Украинской Рады. Им он откроет доступ ко всем антикоррупционным расследованиям, в том числе связанным с событиями на востоке Украины. До войны города Горловка и Артемовск Донецкой области разделяли 40 километров хорошей дороги и полчаса пути на машине. Сейчас между ними 4 блокпоста, взорванный мост и многочасовые очереди из желающих совершить это простое в прошлом путешествие. Петр Шеломовский проделал этот путь и поделился своими впечатлениями. Для того, чтобы без проблем пересечь линию разграничения, необходим пропуск, который можно оформить здесь, оставив очередь в окошко соответствующей службы. Изготовление пропуска занимает более месяца, и многим из тех, кто сегодня ждет, когда в списке на получение пропуска окажется их фамилия, в этот раз придется отправиться назад. Сколько ждали? С 29 апреля. 29 апреля. Больше месяца, получается. Полтора, получается, даже. И теперь вы только можете проехать? Ну да. А до этого вы не могли? Обладателям пропусков предстоит отстоять многочасовую очередь на блокпостах в Артемовске и Майорске, а затем испытать на себе не всегда дружелюбное отношение солдат и пограничников. Правила пересечения этой новой для жителей Украины границы сегодня настолько суровы, что иногда солдаты идут на риск и самостоятельно принимают решение пропустить. Я видел, как заплаканную девушку на 8-м месяце беременности пропустили через блокпост в обход формальностей и отправили дальше на попутной машине. Мы стали за знаком Майорска. Так. И вот эти все наглости, все, которые наглости идут, те, которые набравшиеся наглости, они пролетают сейчас. А мы вот туда летим, стоим. Артемовск находится под контролем правительства Украины. По инициативе гражданской администрации города на территории вокруг блокпоста установили 4 туалетные кабинки. Предприимчивые жители соседней Курдюмовки продают на обочине прохладительные напитки. От палящего зноя пенсионерки и матери с детьми укрываются в тени автобусной остановки. Именно они больше всего страдают от излишне суровых правил прохода через непредназначенный для приема такого потока граждан пограничный блокпост. Ездим, потому что боимся бросить здесь свое жилье без присмотра, вообще оставить. И бомбежки до такой степени выматывают, что невозможно ни спать, ни жить, ничего невозможно. Петр Шеломовский. Настоящее время. Непрекращающиеся обстрелы в поселке Октябрьский Куйбышевского района Донецка. Среди мирного населения есть жертвы. Власти непризнанной ДНР сообщают о 2 погибших и еще 2 раненых. Подробности в нашем репортаже. Я вам покажу, где мой братик лежал. Одному из погибших от взорвавшегося снаряда было 44 года. Его тело уже убрали, а его брат пытается оправиться от пережитого. Выкинула во двор, через забор. Мне люди звонят, так и так. Забирай. Жители поселка показывают воронки. Это последствия обстрелов. На земле валяются куски асфальта и разбитые стекла. Как всегда, после попадания снаряда люди убирают осколки, чинят стены и заборы. Все очень напуганы. Убивают нас, скажите, убивают нас. Выживают как могут. Многие не вылезают из подвалов жилых домов. Хотя они не приспособлены под бомбоубежище, выбора не остается. А это идет и днем, и ночью. Мы вот вылезем, как кроты, постоим, подышим, и в подвал. О том, почему началась эта война, жители уже и не вспоминают. Они не понимают одного – почему страдают именно они. Так нельзя, люди не должны погибать. Хотят войны чистое поле. Вот война, но не здесь, не в жилых кварталах. Им кажется, что все о них забыли, что они просто точка на карте, в которую по чьему-то приказу летят снаряды. Нас убивают, и никому мы не нужны. Да кому мы нужны? Как собак тех отстреливают. Они хотят только одного, чтобы кто-то пришел и сказал, что это был последний обстрел, а завтра они смогут вернуться к нормальной жизни. Завтра будет новый день, мирное небо, солнце будет светить, дети пойдут в школу, а мы сидим в подвале, в подъездах. Такого не будет. За что? А пока их просьб не слышно, жители поселка вынуждены продолжать жить под звуки канонады, которые так легко перепутать с летней грозой. Екатерина Кочкина, Петр Шеломовский. Настоящее время. В ночь с четверга на пятницу в Одессе прогремели 2 взрыва. Пострадали рекламные конструкции. Обошлось без жертв. В некоторых домах, находящихся рядом с эпицентрами взрывов, ударная волна выбила стекла.
Целью подрывников оказались патриотические билборды. Один с надписью «Я гражданка Украины, Крым – это Украина». Вторым взрывом спустя несколько минут после первого был уничтожен баннер со ссылками на закон о сепаратизме и призывом сообщать Службе безопасности Украины обо всех его проявлениях. По мнению одесских взрывотехников, в обоих случаях мощность взрывных веществ равнялась примерно 200 граммам в тротиловом эквиваленте. Палата представителей США запретила американским инструкторам заниматься подготовкой бойцов полка «Азов» Национальной гвардии Украины. Инициатива исходила от конгрессменов Джона Коннерса и Теда Йохо. Они охарактеризовали полк «Азов» как ультраправое вооруженное формирование, бойцы которого придерживаются идеи превосходства белой расы. Сами представители полка «Азов» в интервью нашей программе отрицали свою приверженность неонацистской идеологии и назвали себя защитниками Родины. Заявление сенаторов и внесенная поправка являются ударом по престижу прежде всего самой Палаты представителей. Украина, которая намного старше США и имеет профессиональное войско еще с княжеских времен, никогда не была захватчиком. Мы всегда обороняли свои земли и не нападали на чужие территории. В каждом из ребят Азова живут любовь к родине и патриотизм. Какие-либо обвинения в том, что мы фашисты, неонацисты, не соответствуют действительности. Конгресс США добивается включения наступательного оружия в военные поставки Украине. Подробности из Вашингтона. Наташа. Да, Шахид, администрация Обамы отказывается предоставлять Киеву летальную помощь, опасаясь, что это приведет к эскалации конфликта и даст Москве повод для расширения линии фронта и применения более усовершенствованного оружия. Но Конгресс придерживается более жесткой позиции. По информации газеты «Нью-Йорк Таймс», Сенат включил в законопроект о военной политике положение о поставке Украине некоторых видов вооружений для борьбы с сепаратистами. Аналогичный законопроект одобрила Палата представителей. Многие эксперты считают необходимым присутствие в Украине эффективных западных советников. Мнение Глена Ховарда, президента Джеймстаунского фонда. Порошенко приходится учиться на собственном рабочем опыте. Ему необходимо быть не просто президентом, но Рузвельтом. Ему выпало быть лидером страны во время конфликта, и именно поэтому ему нужны опытные военные советники. Поэтому Уэсли Кларк едет в Украину на переговоры с Порошенко. Президенту Украины необходимы люди, которые знают и понимают систему НАТО. Люди, которые могут позвонить и поговорить с бывшим президентом или премьер-министром Швеции, или с Джо Байденом, и добиться конкретных результатов. Правоохранительные органы Австрии и Швейцарии расследуют шпионаж на переговорах по ядерной программе Ирана. Речь идет о прослушках в отелях, где проходили встречи. Накануне компания «Лаборатория Касперского» сообщила, что для этого использовался вирус Дуку, имеющий сходство с вирусом Stuxnet, который в 2010 году, предположительно, США и Израиль использовали для саботажа иранской ядерной программы. Напомним, что к 30 июня стороны планируют достигнуть окончательного соглашения по ограничению ядерной программы Тегерана. Председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Эд Ройс о том, как, по его мнению, должна выглядеть сделка с Тегераном. Я подписываюсь под концепцией президента Рональда Рейгана «Доверяй, но проверяй». Проверка здесь абсолютно необходима. И я вместе с моим коллегой Эллиотом Энгелом послал письмо с подписями 367 членов Конгресса. Это широкое большинство в Палате представителей, чтобы сказать: господин президент, пожалуйста, сделайте так, чтобы у международных инспекторов была возможность приезжать на военные базы, чтобы они могли приехать куда угодно и в любое время для проведения инспекций. Потому что если проверка не оговорена в соглашении, тогда проблема будет точно такой же, как в рамочном соглашении Северной Кореи 1994 года. Я помню, у нас не было этого соглашения. В результате Северная Корея занималась обманом и получила ядерные возможности. У них были плутониевая и урановая программы. Теперь у них есть ядерное оружие. Вот на чем мы должны настаивать в переговорах. Поэтому большинство демократов и почти все республиканцы поддержали мое письмо к президенту. И вот чего должны добиваться переговорщики. Это очень важно. На северо-востоке Сирии отступающие боевики Исламского государства оставляют после себя смертоносное наследство – мины. Наш корреспондент побывал в нескольких деревнях, где обнаружены самодельные взрывные устройства. Бойцы курдского ополчения прочесывают местность вокруг деревень, только что освобожденных от джихадистов.
Тут действует целое подразделение саперов. Они говорят, что здесь лежат тысячи самодельных мин. Мы позвонили властям и сообщили им, что все дороги до Алкана заминированы, так что там ездить не надо. Возглавляемая американцами воздушная компания помогла освободить эти районы от боевиков ИГИЛ, благодаря чему курдские силы самообороны смогли перейти в наступление, а местные жители смогли вернуться домой и перестать прятаться. Однако безопасность остается иллюзией. Эта Алия издалека выглядит как довольно мирная деревня, но в самой деревне находится настоящая фабрика, где производилась взрывчатка. Там изготовили тысячи мин, которыми усеяли поля и дороги. Командир рассказывает, что заложенные здесь мины не позволяют жителям деревни добраться до мест, где можно набрать воды. В большинстве таких мин для приведения взрывателя в действие используются электрические контакты. Даже небольшого веса достаточно для их соединения. Маленькие дети, небольшие животные, даже птицы могут наступить на нее, и она взорвется. Командир рассказывает, что заложенные здесь мины не позволяют жителям деревни добраться до мест, где можно набрать воды. В другой деревне отступающие боевики исламского государства оставили целый грузовик, нагруженный взрывчаткой. Мы хотим, чтобы люди располагали всей необходимой информацией. И необходимо призвать международное сообщество направить сюда специалистов, саперов, потому что самим нам с этим не справиться. А пока местные жители вынуждены сосуществовать с этим смертоносным наследием войны. У нас в студии наш обозреватель Александр Григорьев. Саш, ну вообще, кажется, весь мир против мин, да? Оттавскую конвенцию 97-го против противопехотных мин подписали, по-моему, 111 стран. 162. Уже 162. Вот почему это не выполняется? Не выполняется, потому что некоторым государствам мины крайне необходимы. К этим государствам относятся, например, Россия и Соединенные Штаты. Некоторые государства не соблюдают условия соглашения, к которому они присоединились, то есть не уничтожают запасов мин, как, например, Украина. И главное, есть игроки, которые эти мины активно используют. Да? То есть, вот, если говорить о современных военных конфликтах, это использует правительство Сирии, которое не присоединилось к этой конвенции, и используют различного рода негосударственные акторы, в том числе исламское государство, различного рода милиции, террористы, наркокартели и так далее. Потому что мины очень удобны. Это оружие бедных. Мину можно создать за $3-30. Для того, чтобы найти эту мину, безопасно уничтожить, нужно потратить от $300 до $500. Это как бы международная статистика. То есть сторона, которая заинтересована в очищении территории от мин, вынуждена тратить десятки раз больше сил, ну, оставим за кадром риски для тех людей, которые это делают. И при этом она лишается огромных территорий. То есть на этих землях невозможно, например, выращивать пшеницу. Да? Там не могут играть дети, там нельзя прокладывать дороги. Да? То есть вот мины выполняют колоссальную роль на протяжении очень многих лет. Батарея может умереть, но мина может взорваться из-за того, что, например, какой-нибудь там грибник или крестьянин разожжет костерок где-нибудь поблизости, и последствия будут ужасающие. Ну вот статистика действительно какая-то ужасающая. Вот ежегодно, по данным ООН, я вижу, на них подрываются 15-20 тысяч человек, установлены в 70 странах около 100-110 миллионов мин. То есть, а почему нет какого-то более эффективного средства? То есть, почему это все-таки так дорого? Ну, нету технологий, которые бы точно показали и эффективно и быстро позволили эту гадость уничтожить. Да? Мины хорошо спрятаны. Они могут быть заложены, эти карты, где они заложены, давным-давно потеряны, не всегда эти карты есть. Технологии есть, например, есть изобретения, которые позволяют это делать достаточно быстро, но все равно это дорогое удовольствие. Денег на разминирование не хватает ни у кого, к сожалению. Спасибо. С нами в студии был наш обозреватель Александр Григорьев. И еще одна история о том, как ошибочные поступки в прошлом становятся для людей миной замедленного действия, но немножко в другой сфере. Наши коллеги в Праге об отставке премьер-министра Молдовы. Да, Наташа, премьер-министр Молдовы Кирилл Габурич подал в отставку. Такое решение он принял после обвинения Генпрокуратуры в фальсификации документов об образовании. В кресле премьера он продержался менее 5 месяцев. Свой жест Габурич назвал не отступлением, а шагом вперед и сообщил, что не желает участвовать в политических играх. По его словам, решение даст возможность сформировать новое правящее большинство в парламенте после выборов, которые пройдут в Молдавии уже в это воскресенье. Оппозиционный политик Алексей Навальный завершил серию поездок по регионам России. Это его первое публичное выступление после окончания домашнего ареста. За командой известного борца с коррупцией следовал наш корреспондент Андрей Королев.
Последним пунктом провинциального вояжа Алексея Навального стала Калуга. До этого были Новосибирск и Кострома. Повсюду политика встречали сотни людей, однако на каждую сотню приходилось по паре десятков местных активистов, называющих себя не то противниками Госдепа, не то патриотами Путина. Самому Навальному Новосибирск запомнился патриотическими яйцами, Кострома же, напротив, доброжелательностью. Калуга в этом смысле оказалась самым тяжелым испытанием. Власти запретили проведение санкционированного митинга в центре города и перенесли его на смотровую площадку Ячинской набережной. Администрация города панически боится Алексея Навального и отказывается согласовывать любые центральные места. Впрочем, власти забыли, что АК является излюбленным местом вечерних прогулок калужан. Помнили об этом не только сторонники Навального, но и его противники. В Калуге ему делать нечего. Ну, во-первых, он вор, а вор должен сидеть в тюрьме. Калугу можно смело внести в актив Алексею Навальному еще и потому, что город предложил новый мем, посвященный пожилой патриотке, пытавшейся прорваться на митинг сквозь полицейские кордоны. Мы вас уже неоднократно видели на общественных мероприятиях. И на бабушка патриот России! Пропустите бабушку! Пропустите бабушку! Соратники Навального увидели в инциденте происки местных властей. Это, мне кажется, методы мелких жуликов, совершенно никаких серьезных людей. Я удивлен, что местные власти такими методами пользуются. Как позже выяснилось, бабушка, рекомендовавшая себя блокадницей, оказалась известной персоной, гастроли которой за политиком начались еще в Костроме. Вы Россию предали, Америке предали. Самым важным итогом поездок политика по российским городам можно считать то, что во всех трех регионах демократическая коалиция, выступающая под флагом партии РПР «Парнас», отказалась от услуг так называемых паровозов из федерального списка и выдвигает на выборы в парламенты местных активистов. Андрей Королев, «Настоящее время», Москва. Писатель Дмитрий Быков сейчас в Вашингтоне. С ним говорили наши коллеги. Дмитрий Быков – писатель, журналист, литературный критик, с недавнего времени преподаватель американских университетов, в том числе Принстона. Он выступил с лекциями в столице США и рассказал о взаимном восприятии Америки и России в литературе и об общих мотивах в произведениях таких разных писателей, как Шолохов, Пастернак и Набоков. Сюжет Александра Панова. Эй, Вильсон Вудро, хочешь крови моей ведро? Как в семье, отношения двух стран и двух великих литератур переживали периоды восхищения и охлаждения. Лучший поэт пролетариата Маяковский, которого цитировал Дмитрий Быков, Америку не принял. Лучший поэт деревни Есенин оценил масштаб. Максим Горький писал о городе Желтого Дьявола, бездуховном обществе, единственная религия которого – доллар. Американский классик Марк Твен, в свою очередь, признавался пролетарскому буревестнику. Я старый человек, многое в жизни понял, но в России не понимаю ничего. Как можно делать с людьми все то, что проделывают у вас, и они при этом довольны? Еще Пушкин усматривал в американском опыте все опасности демократического развития, утрату аристократизма и торжество человека, массы. Русскому человеку очень тяжело вписаться в здешнюю жизнь, отмечал Короленко. По оценке Быкова, без языка это трагическая повесть о беспомощности человека в принципиально другом мире. Он долго получал в России тяжелый опыт приспособленчества. И вдруг он видит, что приспособленчество в этой стране совершенно не нужно, что рабство здесь не востребовано, а нужна, напротив, инициатива. Хемингуэй, Фолкнер, Дос Пасос и Шервуд Андерсон, американские авторы, в свою очередь, восхищались советской литературой, Шолоховым и Платоновым, а некоторые из них верили, что великий социальный эксперимент в России – это будущее Америки. В свою очередь, в книге «Одноэтажная Америка» Ильф и Петров увидели и поняли американскую мечту – много работать, построить свой дом и обучить детей для их лучшего будущего. Со временем восхищение сменилось у одних разочарованием, у других ненавистью. Я с тоской большой должен вам ответить, что русский конспирологический роман сегодня процветает. Роман о всемирном американском заговоре, или, шире говоря, англосаксонском заговоре. Там всегда действует в таких романах воин света, как правило, с погонами гэбиста. Такой воин-оккультист и одновременно гэбист. Понимаете, так всегда получается, что обе наши страны испытывают взаимный интерес, находясь на пиках своего развития. Мы друг другу интересны, когда у нас все хорошо. Когда у нас проблемы, мы друг друга ненавидим.
Я склонен соглашаться с Лазарем Флейшманом, который говорит, что действительно Россия интереснее всего Америки, когда она миролюбива, добра, свободна и когда она вызывает уважение, а не ужас. В современности Быков видит почти магическое повторение того, что уже было в России. От первой революции, реакции, войны до падения метеоритов. Впереди перемены к лучшему, убежден писатель. Мне гораздо больше нравится формулировка Шендеровича. История повторяется 3 раза. 2 раза как трагедия, 1 раз для тупых. На самом деле, то, что, конечно, масштаб гораздо мельче, это очевидно. Поэтому вместо гражданской войны, я надеюсь, у нас будет несколько не очень заметных драк. Вот и все. А дальше все будет прекрасно. Быков не согласен с Чаадаевым. Россия рождена не для того, чтобы разочаровывать мир. Александр Панов, Дмитрий Шахов, Дана Преображенская. Настоящее время. Вашингтон. Война за независимость, французский фрегат Джордж Вашингтон, маркиз де Лафайет, битва при Йорктауне. Все эти страницы американской мировой истории слились в один трансатлантический вояж, предпринятый новым океанским судном, построенным по старому образцу. Свой взгляд на историю и американо-французскую дружбу предлагает наш корреспондент Вадим Оленичев. Жильбер Дюматье, маркиз де Лафайет, хотя является уроженцем Франции, но пользуется не меньшим, а может быть и большим почетом в Соединенных Штатах. Здесь его именем названы улицы, площади и многочисленные достопримечательности. Наверное, поэтому в штате Вирджиния с особой торжественностью встречали корабль «Эрмион». Он является точной копией того самого фрегата, на котором Лафайет повторно прибыл в Америку 235 лет назад. На тот момент 23-летний маркиз, уже в чине генерал-майора, успел вдоволь повоевать на стороне американцев против британской короны, стал близким другом будущего первого президента Джорджа Вашингтона, был ранен в сражении и удостоился разрешения съездить в отпуск на родину. Но не прошло и года, как отважный Лафайет на борту «Эрмиона» снова вернулся в Штаты во главе французских полков, чтобы опять быть в первых рядах борьбы за независимость. Современный «Эрмион» после 6 недель в океане прибыл на восточном побережье США и бросил якорь в Йорктауне, штат Вирджиния. Именно здесь развернулась финальная, победная для американцев стадия войны с Англией, в которой приняли участие и подразделения под командованием Лафайета. В честь тех памятных событий в Йорктауне состоялись торжественные мероприятия с участием гостей из Франции. Они приехали, чтобы вновь продемонстрировать глубокую связь между Соединенными Штатами и Францией. Обе страны праздновали победу в битве при Йорктауне, буквально в считанных ярдах от того места, где мы сейчас стоим. Мы не одержали бы эту победу без помощи Франции. Русская служба «Голоса Америки» успела посетить красавец-парусник в следующей точке его маршрута, старинном городке Александрия под Вашингтоном. Любой желающий мог полюбоваться силуэтом трехмачтового красавца и взойти на борт. Поток посетителей, среди которых постоянно была слышна французская речь, не иссякал с самого утра и до вечера. Здесь можно было воочию убедиться в том, что исторические связи сильнее национальных предрассудков, и что у американцев и французов есть чем гордиться сообща. О, это так здорово, что здесь можно увидеть такие удивительные вещи. Мы и детей привели, чтобы вместе с ними окунуться в историческую атмосферу. Ребята, вам понравился корабль? Ага. А пушки понравились? Да. Хотел бы пострелять? Да. А на мачту ты бы забрался? Не. Что, слишком высоко? Ага. Члены экипажа рассказали, что фрегат был спущен на воду только в прошлом году и строился целых 17 лет на средства энтузиастов, которые сумели собрать более 20 миллионов долларов. Корабль, так же как и его прообраз, оснащен 26 пушками, высота его грот-мачты почти 60 метров, а экипаж состоит из 242 офицеров и волонтеров, выполняющих роль матросов. Не без некоторого смущения члены экипажа признались, что на «Эрмионе» все-таки установлен дизельный двигатель, на случай, если с парусами или такелажем что-нибудь произойдет. После Вирджинии французский фрегат пройдет на север, через Балтимор, Филадельфию, Нью-Йорк и Бостон, почти все американское побережье. А из канадского порта Люненбург в провинции Новая Шотландия отправится домой. Чуть более 10 лет назад настроения в американском обществе были таковы, что владельцы магазинов выливали французское вино прямо на тротуары. Но истинные американо-французские отношения уходят корнями вглубь веков. И мятежный дух маркиза де Лафайета по-прежнему витает где-то между Америкой и Францией. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. На этом наша передача подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Завтра смотрите программу «Настоящее время. Итоги». А мы прощаемся с вами до понедельника. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите «Настоящее время» в эфире своих национальных телеканалов. Я Шахида Якуб. Всего доброго. До свидания.